Вот и еще одна экспедиция позади. Первый раз столько результатов. Все совсем не так, как нам кажется в этом мире. Наконец-то все стало с головы на ноги. Спасибо школьной историчке за напутствие на выпускном. Все так и случилось с ее легкой руки. Истфак как задумал. И уже на второй год серьезная работа на раскопках. Первая экспедиция, как первый урок в школе. Не забудется никогда. Теперь уже не могу без всего этого. Надо же, а как не хотелось ехать. Думал, все, хватит, отъездился. Слава богу, Серега поддержал. Спасибо ему. Нужно позвонить, как приеду, поделиться всем этим невероятным пониманием. Это, конечно, перевернет всю его работу по религиям. Да что там работу? Всю жизнь, наверное. Эль Торо. До сих пор не могу поверить тому, что мы там увидели. Все, что я раньше изучал, теперь полностью меняет свой смысл. Вся наша история – это какой-то чудовищный обман. Сергей, здоров, дружище. Да, вернулся. Можешь приехать, есть новости по твоей теме? Да, лучше сейчас. Я проездом завтра улетаю. Да, сейчас. Жду. Ну вот, Мишка приехал. Такой радостный. Опять с какими-то находками. Объездил полмира уже. Странный он. Семьи нет. Ни кола, ни двора. Все мотается по свету. Все что-то ищет. Мы еще со школы вместе мечтали об экспедициях. Я изменил мечте. Стал кабинетным ученым. Копаюсь в религии. А он смог. Хорошо ему. А тут каждый день одно и то же. Что же он накопал такое, что среди ночи заставил тащиться к нему через весь город? Очень интересно. Я в нетерпении. Картинок уже насмотрелся. Ну, рассказывай, что на этот раз, судя по твоему довольному виду, что-то особенное. Давай вздрогнем. Очень неожиданный вкус. Местный мате. Герба Буэна. Или хорошая трава. Вкус и правда особенный. На любителя. В жару очень хорошо. Когда книгу подаришь? Скоро. Уже в печати. Вот так обрадовал. Жду с автографом. Да не вопрос. Ты вообще меня для этого среди ночи вытащил? Тут серьезный вопрос. Буду разбивать твой идейно-исторический фундамент. Ого. На что замахнулся? У меня аж в горле пересохло от такого начала. Готовься. И? А вот, посмотри. Доллар как доллар. Чего на него смотреть? Не туда смотришь. А если вот так? Ничего не вижу. А ты глаза-то прищурь. Надо же. Точно рожа какого-то уродца. Запомни этот образ. Сегодня он нам пригодится. И что все это значит? Давай зайдем с другой стороны. Ты задумывался, зачем древние зодчие водружали на храмы купола? Продолжай. Ты только подумай. 1000 лет назад не было башенных кранов. А купол – это непростое сооружение. Зачем на большой высоте создавать себе такие сложности? Почему не сделать плоской или, на крайний случай, коническую крышу и успокоиться? Какая разница, где Богу молиться? Есть разные варианты ответов, но у тебя, наверное, какой-то свой особенный, если ты спрашиваешь. Иначе бы не спросил. В храм приходит много людей на службу. Все они синхронизируются на словах пастора. Так? И вот эта толпа синхронно направляет энергию своих стремлений к Богу. А Бог где по современным канонам?
Ну, для верующих Бог где-то там вверху на облаках. Вот в этом-то все и дело. То есть ты хочешь сказать, что храмы собирают энергию верующих? Заметь, это ты сказал. Как ты издалека заходишь. Говори прямо, что нашел. Ладно, слушай. Мы изучили множество камней с очень странными рисунками, найденными в окрестностях холма Эль-Торо. Первые уникальные находки на этом холме были обнаружены примерно 60-80 лет назад в древних захоронениях и скальных пещерах. Их обнаружили не археологи, а местные. Ну, как бы так сказать, фермеры. Черные копатели. Ну, называй как хочешь. Люди зарабатывают на жизнь чем могут. Там с этим сложно. В общем, дело рискованное. Чтобы проникнуть в пещеру, нужно спуститься через очень узкий, длинный лаз. В тех условиях на это не каждый решится. Жара, дышать практически нечем. Там дождей не бывает годами. А официалы почему не копают? А вот это хороший вопрос. Почему официалы обходят эту тему стороной? Все артефакты найдены путем несанкционированных раскопок. И количество их точно неизвестно. По оценкам местных исследователей, их может насчитываться от 3 до 5 тысяч единиц. Какие-то хирургические операции, жертвоприношения, НЛО. Какая-то дикая смесь. Ты хочешь сказать, что если это реальность, то официалы не могли пройти мимо? Да. Так может, правда наводил? Для привлечения туристов уж больно качественно все сделано, нарисовано. Углеродный анализ показал, что камни – это реальные артефакты, сделанные из яшмы, стеатита, нефрита и лазурита, на очень высоком технологическом уровне. Есть среди наших исследователей, которые давно занимаются этим и задаются вопросом, отчего у многих народностей развит культ деформации голов. И говорят прямо, что Эль-Торо – это база чужих, и увязывают этот культ с подражанием яйцеголовым богам. То есть в этом месте мы переходим из области гипотезы в реальность. Я правильно тебя понял? Не спеши, скоро все будет. Прослеживается очень интересная картина. Все артефакты, так или иначе связанные с непонятными инопланетными существами, находятся в радиусе около 100 километров от холма. Создается впечатление, что здесь несколько тысяч лет назад существовал некий цивилизационный центр. Что ты на это скажешь? Именно так, по-твоему, выглядит цивилизационный центр? Пока очень много вопросов. Погоди, скоро и ответы будут. По твоему полю пройдемся. Ты на религии намекаешь? Да, но об этом позже. Вот посмотри, это не единая цепочка. Ну вот. Помнишь ветхозаветное? Так-то сыны Божии увидели дочерей человеческой, что они красивы, и брали их себе в жены, кто какую избрал. Ты об этом? Да, именно. Только это говорилось о временах Атлантиды. Тогда тоже были проведены генетические эксперименты, в результате которых произошли нынешние человеческие расы. Почему тоже? Ты хочешь сказать, что апексианцы проводили генетические эксперименты по скрещиванию двух разных видов, человеческого и рептилоидного? Точно. Камни Эль-Торо показывают даже такие подробности, как рождение от земных матерей полукровок. Вот, посмотри. Да, получается, любовь к генетическим экспериментам присутствует на каждом витке развития человеческой цивилизации. Поэтому и вопрос нефилимов многим исследователям совершенно не дает покоя до сих пор. Так? Дарю тему. Этого сейчас полно. Кто-то даже иконы успел нарисовать в интернете. Вот. Как тебе? Точно. Теща футболку с таким красавцем сыну подарила. Сказала, на папу похож. Ну, сыну нравится. Но я не сержусь на нее. Имеет право. Вот такую, что ли? Кто-то целенаправленно открывает окна Эвертона. Ты знаешь мое отношение к этому вопросу. Однако нужно сказать, что тема НЛО никогда в обозримой нам истории
в общем-то, и не закрывалась. Взять хотя бы ту же средневековую живопись. Ну вот, полюбуйся. Да. Но можно так глубоко и не копать. В интернете множество изображений монет с существами, аналогичными существам с камней Эльтора. На этих монетах указаны даты 30-х годов прошлого века. Это как раз то время, когда в нацистской Германии существовало общество Врил, члены которого, как пишет тот же Гудрик Кларк, активно контактировали с инопланетянами и якобы даже получали от них проекты летающих блюдец. Подлинность этих монет даже не обсуждается. Но повторю свой тезис. Кто-то усиленно продвигает эту тему. Знаешь, мы из Ватикана постоянно слышим множество очень странных заявлений по этому вопросу, что они хоть завтра готовы принимать в лоно церкви инопланетян. Есть такой Хосе Фунес, 45-летний священник-иезуит, который является главой Ватиканской обсерватории и научным советником Папы Бенедикта. Так вот, он заявлял недавно в интервью Рейтеру, что человеческая раса может быть заблудшей овцой во Вселенной, и называл инопланетян нашими братьями. Но я никак не пойму, куда ты клонишь. Ты уже совсем близко. Давай я тебе лучше кипяточку добавлю. Знаешь, я начинаю входить во вкус. Кстати, продолжая тему папы, его облачение – это нечто особенное. Выну у тебя еще один камень из твоего идейного фундамента. Ну, попробуй. На его облачении изображен геоглиф Тарапака из пустыни Атакама. Ничего не напоминает? Демонов камней Эльтору? Да, понимаешь? Пока нет. Но сам факт того, что на одежде верховного жреца изображен инопланетянин, говорит о многом. И мне пока даже сложно сказать и сложно представить, о чем. Очевидно, что для фигур такого уровня, как Папа, не бывает случайностей. Ни в одежде, ни в знаках, в символах, которыми они украшены. Верной дорогой идете, товарищ ученый. Скоро вам будет представлена эта картина во всей своей красе. Какой центральный религиозный обряд во всех христианских церквях? Евхаристия. Человеку дают хлебец, плоть Христа и красное вино его кровь. Важно не то, что человек ест и пьет. Важно, что он сознательно настраивается на то, что поедает плоть Христа и пьет его кровь. Поедание плоти и запивание кровью Христа. А откуда это идет? Откуда идет? Сам обряд Евхаристии был якобы предвосхищен в книге Бытия священником Бога Мельхиседека, царем Салимским, который вынес хлеб и вино, благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». А распятие возводится к жертве Исаака, которого должен был принести Богу Авраам. Но Бог сжалился и заменил Исаака агнцем. Христианство сделало этим жертвенным агнцем Христа. Он якобы и пришел на землю только для того, чтобы быть распятым. В этом направлении современное человечество вообще дошло до крайности. Видел в сети игрушку под названием «Распни Христа». Да, полное расчеловечивание. Это еще один штрих в картину, которую я хочу тебе сегодня представить. Но вернемся к теме. Итак, прослеживается две мысли: кровавой жертвы и поедание плоти. Первую мы нашли в истоках иудейской веры, а со второй придется сделать небольшой круг. Как ты знаешь, в странах Латинской Америки популярная религия вуду. Для приверженцев вуду самый черный обряд – это съесть плоть своего поверженного врага и выпить его кровь, чтобы получить его силу. Таких ритуалов по миру очень много, и не только у вуду. Вот смотри. Если со стороны смотреть, выглядит полной дикостью. Христос говорил: «Не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями».
И вот, получается, каждое воскресенье огромное количество людей по всему миру поедает плоть того, кто назвал их друзьями. Ну, пусть символически. Но мы знаем, по словам Христа, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. То есть Христос приравнивает то, что происходит у нас в мыслях, к реальному действию. Верно. Но вопрос-то в другом. Кто-то внедрил в умы людей, что поедая плоть Иисуса и выпивая его кровь, люди станут причастниками божественного естества. И зачем он это внедрил? Хорошо известно, что этот обычай идет еще от первобытных племен. Не будем торопиться. Давай постепенно переместимся вглубь времен. Обратимся к кодексу Телерина Рименсис. Ты, наверное, знаешь, что это испанские комментарии, выполненные в XVI веке к индийским рисункам, восходящим к доиспанским пиктографическим текстам. Ну да, слышал об этой книге. Там есть примечательный фрагмент. Процитирую. Это был способ, каким жертвовали кровь из языка и ушей, и из боков, из ног и срамных мест. Это делали только старшие жрецы. И они ходили черными от камеди, потому что если жертвоприношение проходило ночью, они имели необходимость в огне, который должен был всегда гореть в храмах, где у них всегда были лезвия и трубы и раковины, в которых у них был фимиам и все другие необходимые для жертвоприношения вещи, и в придачу боевое знамя. И хотя они жертвовали детей в храмах, не все становились предметом жертвоприношения, а только самые важные среди народа. И в определенном месте храма, в котором жрецы должны были приносить жертвы, клали тунику, похожую на наши изделия из раскрашенной кожи. Обо всем этом доподлинно известно, и достоверным является то, что эти люди пришли из Иудеи, потому что все их обряды из этой главы почти такие же, как и в тексте книги Левит. Надо же, где Мексика, а где Иудея? А теперь немного отвлечемся, но как ты увидишь позже, это тоже станет штрихом в нашей большой картине. Я в нетерпении, дорогой художник. Посмотри вот эту карту. Это округ Коимбра в Португалии. Ну и что в этом может быть интересного? Обычная сельская местность, сады, виноградники. Деревня, тут городок какой-то небольшой. Все верно. А сейчас я переведу тебе название этих деревушек. Только держись за стол. Ритора. Кто-то из воды, помимо воды, по ту сторону воды. Хранилище эмбрионов, смотритель эмбрионов. Река Гена, Иудейский порт, эмбрионы. Сплавленные эмбрионы, эмбрионы химер, молодая парочка, зверинец, бестиарий, питомник. Дрог по-латински гениста, а гениста с португальского гений. А вот еще одна примечательная местность в 40 километрах от Лиссабона. Пристегнись. Эмбрионы негров. Эмбрионы овец. Эмбрионы зебр. Наша госпожа, Богоматерь так называют, эмбрионов. Потрясающе. Как такое может быть? Деревушки, которые я посмотрел, носят этим названием по 300-500 лет. Но кто знает, сколько им в реальности. В этом-то и дело. Ты знаешь, мне уже начинает нравиться этот настой. То ли еще будет. А вот посмотри на этот рисунок из кодекса Борджиа. На нем бог южной стороны, дождя, грома, огня, Тлалок, богиня живой воды, Чальчиут, Ликоя, создают человека из 2 видов хромосом. Фантастика. Как видим, генетика не является современной наукой. Она была хорошо известна в древности, и не просто хорошо известна, а широко использовалась на практике. Но то все присказка, не сказка. Сказка, все, брат, впереди. Да. Вижу, что, похоже, я не зря приехал. Остался всего лишь один шаг, и ты увидишь картину целиком. Для меня таким шагом стала одна передача. Я давно слежу за этим каналом. И могу сказать, все, что они говорят, подтверждается.
Но ты сам можешь в этом убедиться. Вот, посмотри фрагмент передачи. Игорь Михайлович, а почему такой способ? Почему именно Хорошо. Вот создание давай религии? рассмотрим. Для чего? Давай рассмотрим. Произошла колонизация, ну, скажем, планеты. Неважно какой. Там есть разумные существа. Но эти существа, мало того, что одухотворенные, они еще одушевленные. Значит, они являются источником Аллата. Надо что сделать? Чтобы они антиаллат передавали им. Потому что мы также вот с тобой уже в прошлой передаче поднимали, что это самая ценная валюта во Вселенной в действительности. Это правда, друзья, нет ничего ценнее. И для того, чтобы люди ее добровольно отдавали, нужно что-то придумать. Там, где люди эмоционируют, собираются вместе, шоу, спортивные мероприятия, Да. ну, концерты какие-то. Каждый день их делать не будешь. Логично. Ну да. Для того, чтобы вот возбуждать Массово толпу. тогда. Еще приедается. Не вызывает таких эмоций, если это смотреть каждый день. А дома опять-таки человек вот посмотрел концерт, пришел домой и не кормит, да? А человек должен постоянно был генерировать свое внимание, перекладывать, ну или передавать в их казну. А для того, чтобы он это делал, нужно что-то было придумать такое, ну, чтобы человек постоянно, знаете, вот как корова отдает молоко дважды в день, да? Добровольно Или я трижды. хотела еще этого делать. А здесь человек разумный, и он должен добровольно делать. Да, можно держать под страхом, на эмоциях. Любой страх, он приедается. И в конечном счете человек, если его сильно пугать, он перестанет бояться. Он смирится с этим. Опять перестанет давать свое внимание. Что необходимо? Ну, с учетом того, на каком уровне они развития, у них до этого времени уже были колонизированы миллионы и миллионы планет. У них, естественно, наработаны методы работы с такими вот человекоподобными, как мы. Да? То есть самый простой вариант. Они возвели себя в ранг богов, создали религию, обязали всех молиться им. Но не просто молиться, а по нескольку раз в день усердно молиться, каждую неделю посещать храмы. Опять-таки купольные храмы мы наблюдаем еще с тех времен. Также ж мегалиты и многое другое, то, что осталось еще с тех времен. Почему такая форма строений? Ну, это физика. Это банальная физика, поэтому тут многие это знают и понимают. Но дело в том, что они остались такой формы до сегодняшнего дня. Как бы мы передаем, собирает, аккумулирует и передает. Проще, меньше потерь. Ну, опять-таки, те же антенны и многое другое. Так вот, в религиях в этих, что они еще ввели? Ну, естественно, что они не могут их, как мы уже говорили, вести к Богу, но цель такая не стояла у них. Им главное, чтобы люди передавали свое внимание, чтобы оплачивали. Поэтому те, кто более усердно молился и был более преданным, и это замечали другие люди, они их возвеличивали над другими людьми. Они делали их жизнь лучше, богаче, достойней и ставили их командовать этими людьми. В последующем, по-моему, где-то уже к середине 25-го тысячелетия они ввели уже жреческий состав людей, то есть сделали их посредниками между собой и людьми. И люди уже начали тогда проводить ритуалы жертвоприношения. Как всем известно уже, скажем, тем, кто увлекается этой темой, апексианцы людей употребляли не только ментально наше внимание, но и реально. То есть человек для них был лакомством. Поэтому они приносили в жертву и людей, так оно и пошло. Но тех, кто себя, скажем так, отдавал в служение апексианцам, те становились и жрецами, и правителями над народами. И все видели, что Бог дает, что боги в действительности дают людям богатство, дают хорошую жизнь, дают здоровье. А с учетом, на каком уровне они развития были, то они легко видели тех, кто против, кто возмущается, кто сомневается. И таких они наказывали. Опять-таки публично. Значит, боги, они еще и наказывают, не только возносят, но и
Карающие боги. Конечно. Как Ну и карает. интересно. То есть у нас же получается, что, безусловно, отголоски этого есть до сегодняшних дней, потому Да. что есть А как же? Бог, который дает материальное тебе благо. Это особое благоволение Господа, если ты верен Ему, если ты богобоязненен. И точно так же, ведь очень многие люди интересуются, почему все-таки любящий Бог, а Он и яростный, Он и негодующий, Он и гневливый. Почему это так? И вот оно, отголоски этого. Ну, это с тех времен еще. Итак, в этой Вселенной есть разные виды существ. Но все они делятся на две группы. Те, у кого есть возможность получать силу из-за предела материальной Вселенной, и те, у кого нет такой возможности. И первое — это мы. Да, существа, у которых есть душа, получают силу напрямую от Бога. Все остальные вынуждены ее забирать. Поэтому мы, люди, обладающие при жизни такой ценностью, как душа, представляем интерес для всех бездушных тварей Вселенной. Именно такими тварями, ксианцами, была захвачена наша планета ранее 25 тысяч лет назад. И что теперь, где они? Цирк уехал, а клоуны-то остались. В смысле? Апиксианцы были изгнаны с Земли высшей человекоподобной расой во Вселенной – анунаками, по просьбе самих людей. Апиксианцев прогнали, но история по сбору силы внимания не закончилась. 24 тысячи лет назад началась эпоха Атлантиды. Верховный правитель Эль воспользовался наследием апиксианцев для обретения тотальной власти над человечеством. Он стал единоличным правителем Земли, а его сын Яхве, используя ген апиксианцев, создал иудейский народ. Именно иудеи стали первыми жрецами современного человечества, назначив себя посредниками между богами и людьми. Они продолжили традиции апиксианцев по сбору жизненной энергии. С тех пор человечество использует в темную, через систему религий. Ведь религии учат просить материальных благ у Бога, а направлять свои просьбы вовне. Когда люди так поступают, они сжигают силу, которую должны направлять на собственное спасение. А помнишь, что Христос говорил, куда нужно обращать молитву? Царство Божие внутри вас есть. Именно. Теперь ты понимаешь? Я вижу, что ребус действительно начинает складываться. Теперь я понимаю, зачем нужны были купола в храмах. Ведь благодаря своей форме они накапливают энергию и передают ее. Но чтобы письмо дошло до адресата, нужны имя, образ, не так ли? Верно. Думаю, к этому нас готовят те, кто носит на своих одеждах изображения бездушных тварей и рисует их портреты на самой массовой валюте мира. Человечеству в ближайшем будущем может быть предложено новое изображение святых, подобных тем, что мы сегодня с тобой видели. Вот так история. И не говори. Погоди. С грабителями силы во Вселенной понятно. А что мы? Какова наша роль? Наша задача, для чего нам дается эта сила, за которой гоняются инопланетяне? Наконец, это самое главное, ради чего я тебя позвал. Осталось навести блеск на нашем полотне реальности. То, что происходит сейчас на Земле, возможно только в условиях, когда люди не знают, для чего им дается эта бесценная сила. Только в этих условиях можно ее забирать у людей. Ибо если они будут знать, что это и зачем, они будут очень-очень бережно относиться к своему вниманию, силе, данной им Богом. А внимание – это проекция в нашем мире той силы, которая идет из мира Бога через наши души. Что же это? Для чего? Об этом говорится во всех религиях. Если бы в них не было бы этого, невозможно было бы заманить туда миллиарды. Но зерна знаний скрыты в горах плевел, и отыскать их может только человек, истинно преданный Богу. Таких, как ты понимаешь, после ухода из мира пророков оставались единицы. Именно поэтому наш мир на краю гибели. Катаклизмы с каждым днем все сильнее. Но у нас все еще есть шанс. Именно поэтому я и говорю с тобой, и позвал тебя среди ночи. Наш мир создан с единственной целью, чтобы такие же люди, как и мы с тобой, при жизни приходили в мир Бога через двери души. Все. Никаких других смыслов и задач у этой Вселенной не существует. Слушай, а если кто не прошел через двери,
Что тогда получается? Тогда после смерти тела он становится субличностью, паразитом на душе. И так же, как и апексианцы, только уже из невидимого мира воруют жизненную энергию живого человека. Если человек не прошел через двери души при жизни в теле, то для него остается один смысл существования – жрать чужую силу внимания. Когда он не жрет, он испытывает страшный голод. Такой бывший человек, субличность, никогда уже не сможет прийти к Богу. Он навсегда утрачивает этот уникальный шанс, который дается единожды. В этом и есть смысл всего. Знаешь, я, пожалуй, пойду. Очень много сегодня всего было. Надо переварить все. Миша? Миша, я все понял. Слушай, я всю жизнь занимался религиями, никогда не видел этого. Что человек, который не знает, зачем он пришел в этот мир, он как лист прошлогодний. Ветер судьбы несет его по жизни, а потом он превращается в прах. Прах. Его сметают с дороги, как мусор. А как все просто оказалось. Просто пройди через двери души и все. Все. Вот и весь смысл, который я искал всю жизнь. Теперь я это знаю. Значит, мой долг пройти через эти двери. Еще. Еще рассказать остальным, чтобы вы все знали. Вот и весь смысл. Это изменило меня. Это изменит мир. Спасибо тебе. Пока.